У стойки регистрации змейкой выстроилась очередь. Пассажиры торопятся избавиться от багажа и поскорее пройти в зал ожидания. А представители авиакомпании «Победа» продолжают свою работу. Так, ежедневно мы отправляем пассажиров на 174-м рейсе 189. Мы его заполняем каждый день. А ЮТР у нас немножко остается. Там бывает 160, 165. С начала года пассажиропоток составил около 200 тысяч человек. Аэропорт выполнил более 600 авиарейсов. Только за одну смену агент регистрации обслуживает более 300 пассажиров. Причем не только из республики, но и из разных уголков страны. Ирина Горбунова, к примеру, путешествует по всему Кавказу. Домой в Москву впервые летит через аэропорт Магаз в Ингушетии. Она впервые признается, впечатлений масса. Понравилось вам? Очень красиво. Что вам понравилось? Горы. Красиво. Руслан Мадаев с недавних пор предпочитает летать только через наш аэропорт. На это у него свои причины, хоть и связаны они с не очень радостными событиями в его жизни. 1 ноября авиарейсом 173 Руслан летел в Москву, вез на лечение больного сынишку. Сочувствие и заботу, проявленные пассажирами на борту самолета, признается, ему не забыть никогда. Мужчина посчитал своим долгом рассказать об этом в знак благодарности ко всем неравнодушным людям, встретившимся на его пути. Прилетели в этот аэропорт с больным сыном и очень были удивлены состраданием, сочувствием людей в этом аэропорту и на самолете. Там и сумма набралась, я помню, это денежная. Все хорошее надо отмечать. 173 рейс это был. Этих людей мы запомнили. И нам памяти на этот аэропорт и этот медпункт. Рейсы нужны, потому что люди летают по разным причинам. В таких случаях порой возникает необходимость в дополнительных рейсах. В руководстве аэропорта заверили, что в этом направлении в настоящее время ведется активная работа. Почти что достигнуто соглашение, что вечерний рейс добавить в 19:20 в пределах этого времени. Но еще мы будем обсуждать, как выгодно будет для пассажиров, вылетающих, поздний рейс делать от нашего аэропорта. 1 ЮТР и 2 Победы планируем. И еще одна приятная новость для тех, кто часто пользуется услугами авиаперевозчиков. В скором времени долететь из аэропорта Магаз Санкт-Петербург снова можно будет прямыми рейсами. Правда, время вылета и прилета самолетов пока неизвестно. Известна лишь дата – 1 февраля. Авиарейс Магаз Санкт-Петербург был открыт в 2015 году. Однако в связи с малым пассажиропотоком он был приостановлен. А теперь уже в связи с поступившими многочисленными жалобами авиасообщение между Ингушетией и северной столицей решено возобновить. В руководстве аэропорта заверяют, что в этот раз оно будет регулярным. Сегодня в этом появилась необходимость для открытия рейса маршрута Санкт-Петербург-Магаз. Мы планировали его запустить с 1 декабря, так как авиакомпании, которые нас обслуживают Победа, они из-за нехватки воздушных судов, мы этот вопрос оттянули на февраль. С февраля месяца 2018 года у нас будет один рейс выполнять Санкт-Петербург-Магаз. Фатима Картоева – успешный предприниматель, живет в Москве вот уже 25 лет. На малую родину летает реже, чем в Италию. И все же таким изменениям она очень рада. Я считаю, что это очень хорошо будет. Мне кажется, что очень хорошо. Скажите, потому что, во-первых, и материально, и так, это, во-первых, и цены хорошие. Я думаю, что надо. Возможно, не за горами тот день, когда Фатима будет летать в Италию прямым рейсом из аэропорта Магаз. И в этом направлении ведется работа. Мадина Аздоева, Исмаил Сагов, Наиб Цачоев, Вести Ингушетия.